В эфире новости спорта, студия Ольга Башук. Здравствуйте. Международная федерация футбола подтвердила, что действующий президент организации Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы федерации на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. Срок подачи заявок от потенциальных кандидатов истек во вторник. Ранее сообщалось, что бывший футболист английского Тоттенхэма и сборной Швейцарии Рамон Вега также намерен участвовать в выборной кампании. Сами выборы главы ФИФА пройдут 5 июня на Конгрессе организации в Париже. Кандидатуру Инфантино, по данным газеты Financial Times, поддерживает 196 национальных футбольных федераций. А в ноябре поддержку Инфантино высказал Российский футбольный союз. Реал сыграл в ничью с Барселоной со счетом 1-1 в первом матче полуфинального противостояния Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе Камп Ноу. В составе Реала забитым мячом отметился Лукас Васкес. У Барселоны отличился Малкольм. Реал и Барселона в ближайшее время проведут еще два матча. 27 февраля состоится ответная встреча в Кубке Испании, а 2 марта команды сыграют в рамках 26-го тура чемпионата страны. Обе игры пройдут на Сантьяго-Бернабеу. Отмечу, Реал является 19-кратным обладателем Кубка Испании. Последний раз это произошло в сезоне 2013-2014, когда мадридский клуб победил в финале Барселону. А рекордсменом по количеству побед является каталонская команда, выигравшая трофей в прошлом сезоне. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла польку Магду Линет во второй игре матча Кубка Федерации. Встреча завершилась со счетом 6-4-6-3 в пользу россиянки. В рейтинге женской теннисной ассоциации 27-летняя Павлюченкова занимает 32 место, 26-летняя Линет – 89-е. Счет в противостоянии до 2 побед стал 2-0 в пользу российской команды. Напомню, соревнования проходят в польском городе Зеленогура. Сборная команды выступает в 3-м дивизионе турнира. Россиянки находятся в группе первой зоны Европа-Африка. Сегодня российским теннисистам предстоят игры против датчанок в рамках своей подгруппы. В другой подгруппе находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. Победители подгрупп сыграют за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации. Турнир завершится 9 февраля. Подготовка к зимним спортивным играм «Дети Азии» в Южно-Сахалинске вышла на завершающую стадию. Помимо главного спортивного события, в городе регулярно проходят и другие соревновательные мероприятия. Подробнее расскажет Василий Радченко. На трамплинном комплексе К-70 в Южно-Сахалинске вовсю ведутся тренировки. Сейчас вы видите, как готовятся спортсмены сборной островного региона в дисциплине прыжки на лыжах с трамплина. Как следует из названия трассы, высота ее составляет 70 метров. И соревнования в рамках игр «Дети Азии» будут проходить именно здесь. Правда, условия осложняет непрекращающийся снег, но сотрудники комплекса оперативно проводят чистку. А за подготовкой спортсменов внимательно следит тренер сборной Сахалинской области. Все рассчитываем на медали, все рассчитывают. Любой спортсмен, любой тренер рассчитывает на медали. Ради этого и тренируемся. Идет развитие, идет движение, идет. Я думаю, что после этих соревнований еще и дети придут записываться. Тренировка проходит не только на трассе. Наставники оттачивают приемы и вне трамплина. Команда в своих силах уверена, ребята рассчитывают на победу. Расскажи, как сегодняшняя тренировка прошла? В общем, хорошо. Но есть прыжки, которые не получились. В общем, хорошо сказали. Тренер как оценивает способности? Тренер сказал, на хорошем прыжке закончить, сказал. Так сказал, готов. Но до самих соревнований еще пара дней, и островная столица не прекращает удивлять своим трепетным отношением к спорту. Мероприятия проходят буквально один за другим. Сейчас мы находимся на горе Парковая в Южно-Сахалинске, где проходят 4-й и 5-й этапы Кубка России по сноуборду. Здесь можно встретить не только самих спортсменов, но и группу поддержки, которая своими танцами ободряет спортсменов. Соревнования проходят в дисциплинах Big Air и Slope Style. Это, пожалуй, самые зрелищные виды. Их можно охарактеризовать как акробатические дисциплины. В Big Air спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Выступления сноубордистов оценивают по сложности этих трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения. Slope Style, в свою очередь, состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контруклонах, перилах, которые расположились последовательно на всем протяжении трассы. И все это захватывающее шоу сопровождается ритмичной музыкой, которая звучит на всем склоне. В общем, на протяжении 2 недель нас ждут горячие баталии и чистейший воздух Сахалина, который пропитан сумасшедшей энергетикой и адреналином. Василий Радченко, Сергей Козюра, Владимир Павлов, Семен Амосов, «Дети Азии», Сахалин.
Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.